Старшеклассники, кадеты и юнармейцы. Всем этим юношам совсем скоро придется пополнить ряды вооруженных сил России. А когда перед ребятами выступают живые примеры настоящей воинской дисциплины, невозможно не задуматься о карьере военного. Тем более, что глава субъекта уделяет этому направлению особое внимание. Руководитель Республики Ингушетия Махмуд Али Бакшарипович Калиматов очень беспокоится за подрастающее поколение и делает все возможное для того, чтобы сегодня наши ребята служили достойно. И в мой адрес, в военный комиссариат и муниципальных образований приходит очень много писем от тех ребят, которые служат. Да, сегодня вы, может быть, не призывники, через 2-3 года вы станете ими. Стать военным, служить отчизне, родине – это большая честь. Для парня, именно для парня, горца, ингуша. Вы посмотрите, какая богатая история у нас. Вы, наверное, и в школе, и так вот интересовались историей, ингушской нашей историей. Как наши предки воевали в дикой дивизии, в царское время, будем так говорить. Потом в Великой Отечественной войне. Ни одного предателя. А трудностей бояться не надо. Они возникают для того, чтобы мы, мужчины, их преодолевали. Это школа мужества. Если вы научитесь их преодолевать, вам в жизни будет очень легко. Вами будут гордиться ваши сестры, ваши матеря и братья. Социально-патриотическая акция «День призывника» проводится ежегодно. Ее цель одна – рассказать молодежи о том, что такое служба в вооруженных силах страны. Но лучше всего окунуться в эту атмосферу они смогут, только увидев всю кухню изнутри. Для этого ребят привезли на экскурсию в Назрановский полк войск Национальной гвардии, где для них устроили настоящее экшн-представление. Нет, это не съемки популярного фильма Mortal Kombat и не шаолинское кунг-фу, а бойцы спецподразделения Назрановского полка Росгвардии. Ребята своими глазами видят, какая подготовка у военнослужащих и чему они могут научиться в армии. Полк войск Национальной гвардии – яркий пример демонстрации возможностей современной армии. Ребятам рассказали о службе солдат и о быте, где живут, отдыхают и работают военнослужащие. Сразу после школьники смогли рассмотреть и потрогать оружие, которое раньше видели только по телевизору. Первый раз багужи суне фири, интерес чем чубим интересе благодаря школе может Бог был герц амди латер амди что. Слушайте, да? Да, да. Было все максимально очень даже интересно. Нам показали места, где живут, где учатся эти ребята, их подготовлены, то есть места для подготовки к разным там направлениям. В частности, вооруженные люди, войска живут очень даже хорошо, в очень хороших условиях. И, возможно, я не могу сказать прям уверенно, возможно, я и могу связать свою жизнь с военностью. То есть для меня более интересно это морской флот. В 2021 во время весенней призывной кампании из Ингушетии в армию отправится около 200 новобранцев. Они будут проходить службу в сухопутных войсках, ВМФ, ВКС и не только. Возможно, в следующем году именно эти ребята, благодаря сегодняшнему мероприятию, захотят связать свою жизнь с военным делом. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.